Эти письма мамы этих парней уже выучили наизусть. 2 года назад вот они передали их нам в музей. Ученики Староабдуловской школы – частые гости музея боевой славы «Гиндукуш». Сегодня им рассказывают про боевые действия в Афганистане. Этой теме посвящена основная экспозиция. Гиндукуш – это название гор. Музей начался с небольшой комнатушки. Туда собирались военная форма, все, что связано с армией. Письма, каски, все, что у кого-то вот дома хранились, фотографии приносили. Собирали экспонаты сотрудники нашего клуба, библиотекари. Прямо ходили по домам. Гиндукуш открыли 15 лет назад в честь 20-летия вывода советских войск из Афганистана. Идейный вдохновитель и создатель Айбулат Якупов. Он был афганцем и считал своим долгом хранить память о героях тех лет. Это стало делом его жизни, рассказывает вдова Айбулата Якупова Резида. Он в 1985 году, 5 июля, остался в живых один в заставе на войне с душманами. Тогда его наградили медалью за отвагу. Он сам говорил, остался в живых на афганской войне, чтобы почтить память своих однополчан. Патриотическое воспитание молодежи является основой всеобщего патриотического воспитания. Айбулат Якупов ушел из жизни в декабре прошлого года после продолжительной болезни. Горсть земли Афганистана, которую он тогда после службы привез в спичечном коробке, стала первым экспонатом музея. Всю эту работу начал Айбулат. Музей – его большая заслуга. Он тогда работал председателем сельсовета. Нас собрал, объединил, и мы все вместе уже по крупицам собирали экспонаты. Сначала свои личные вещи, потом начали отовсюду привозить. В 2011 году музей получил статус муниципального. Сегодня здесь более 1000 экспонатов, 3 больших зала, коллекция стрелкового оружия, военной формы разных войск, фотографии, письма военнослужащих, их личные вещи. 10 лет назад на территории Дома культуры, в котором и располагается музей, появились памятник и военная техника. Это дозорно-разведывательная машина, на которой и служили в Афганистане. Ее привезли сюда специально из военной части Оренбургской области. 15 февраля, получается, у меня второй день рождения, день вывода войск из Афганистана. Фарита Галяудинова призвали в армию в марте 1982 года. Через 3 месяца он уже участвовал в боевых действиях в Афганистане. Служил во второте, возил боеприпасы, продукты. Как сегодня помнит, 15 февраля 1983 года, 17:30, город Герат. Их колонна попала под обстрел. Фарит Галяудинов получил тяжелое ранение. У меня ранено было обе руки, одно плечо, одно вот сюда. Практически я свой КАМАЗ выехал без обоих рук. Так получилось, я смог вывести свою машину из-под обстрела. Риф Хузиахметов служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Оттуда отправили в Афганистан. Вспоминает самые страшные дни. В городе Анхой был большой праздник. И вот тогда был минометный обстрел со стороны душманов. И очень много мирных жителей погибло, ранено было. Вот это я перед глазами, как помогали их, вывозили, отправляли в госпиталь. Вот это тоже перед глазами стоит. Своими воспоминаниями ветераны поделились с ребятами. День окончания боевых действий в Афганистане – это день памяти. Из Тукаевского района служили 150 ребят, 7 из них погибли. Память о них хранят в музее Гиндукуш. Сегодня дело Айбулата Якупова продолжают его верные товарищи. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Тукаевский район.